Приветствуем вас на канале Ельмедиа. Сегодня в выпуске: кто поставил частника к кассе регистрации мобильных устройств и зачем? Центральная тема постановления правительства номер 909. Наши пенсионные накопления ведут в непрозрачные инструменты. Где тормоза? Экономика на издыхании. Интервью в студии. Эксперт Саян Комбаров. Золото возвращает власть. Пора ли менять валюту доверия? И большой анонс нашего расследования: новый Казахстан по старым правилам. Как перераспределяют возвращенные активы. С него и начнем. Новый Казахстан продолжает жить по старым лекалам, и это уже не фигура речи. Системная саботажность, расползание полномочий, управленческая трусость на местах. Все это видно невооруженным глазом. Но сегодня о главном маркере перезагрузки власти. Возврат незаконно вывезенных активов. Точнее, о его отсутствии там, где обещали прозрачность, рыночность и пользу для граждан. Вместо возврата они торгуют самурайскими мечами из коллекции Карима Масимова. Итак, в 2023 году правительство создало ТО «Компания по управлению возвращенными активами» или КУВА. Стопроцентно государственную структуру, которая должна аккумулировать все, что удалось вернуть в казну, и управлять этим добром так, чтобы выигрывал бюджет и общество. На бумаге все красиво: устав, попечительский совет, регламенты, сайт с каталогом активов и объявлениями о торгах. Факт создания и статус документально подтверждены. Недавно наши коллеги опубликовали интервью с сотрудником КУВА. Прозвучали обвинения в коррупции, клановом трудоустройстве и подарочной культуре начальству. После публикации начались попытки все откатить назад и стереть следы в сети, но сама эта нервная реакция и есть симптом. История задокументирована: обращение через ЕУТНШ, публикации, репосты в социальных сетях. С этого момента это уже публичный кейс, к которому есть доступ. Теперь о практике возврата. Самый показательный эпизод: столичная гостиница «Думан». Ранее ее связывали с Даригой Назарбаевой и Хайратом Шарипаевым. Объект был передан КУВА, а затем в 2025 году продан Отбасыбанку примерно за 14 миллиардов тенге. Если верить официальным ответам и профильным изданиям, это выглядит как рыночная реализация возвращенного актива. Но для общества важнее другое. Где итоговая выгода для бюджета? Прозрачна ли оценка? Почему на первых торгах не нашлось покупателей? И как в принципе выстроена стратегия управления такими объектами? Контекст сверху тоже меняется, и не всегда в сторону жесткости. 8 сентября 2025 года президент Токаев объявил комитет по возврату незаконных активов при Генпрокуратуре переименовать в Комитет по защите прав инвесторов. Прикрылись стимулированием бизнеса и балансом интересов. Но противоречие очевидно. Как совместить жесткий возврат и мягкую защиту в одном институте? Вот такой дизайн системы, от которого зависит, дойдут ли активы до бюджета, а не растворятся в дружелюбных компромиссах. Факт поручения зафиксирован в медиаотчетах послания. Ключевая проблема, кстати, в проклятой коробке управления. Под действующим правилам активы, возвращенные государству, кроме денег, заходят в состав имущества управляющей компании. Дальше идет оценка, доверительное управление и продажа. Но где публичный трек каждого шага? Где независимые отчеты по оценке? Где единый реестр бенефициаров, покупателей и управляющих? Нормативная база на бумаге вроде есть, а вот публичного удобочитаемого следа судьбы каждого актива все еще нет. Итак, скоро на Ельмедиа выйдет расследование моего коллеги Мираса Нурмуханбетова, которое показывает, что КУВА – это не нейтральный диспетчер, а концентратор влияний. Решения, затрагивающие миллиарды и символические активы, принимаются в полутени. Фактологию по конкретным сделкам мы собрали по официальным ответам, тендерам и корпоративным данным. Кто стоит за логикой
вернули, чтобы быстро продать, без внятной стратегии до настройки активов, какие фамилии превращают возврат в простую перепродажу с минимальным мультипликатором для бюджета, как оформляются приглашения к мягким договоренностям, где сильные игроки получают правильные активы под благовидным соусом. Мы сейчас аккуратно проверяем родственные и деловые пересечения нынешних управленцев с фигурами старого Казахстана. Часть сведений есть в открытых реестрах, часть в судебных документах и ответах госорганов, только верифицированные факты и официальные цитаты. Все остальное в плоскости журналистских запросов и последующих чеков. В ближайших выпусках, еще раз внимание, мы покажем документы, разбираем Думан и другие кейсы построчно, кто инициировал, как оценивали, кто покупал, что получил бюджет и где система ломается. Следите за обновлениями, дальше будет фактура. К другим темам. Помните, как в 2016 году был введен утильсбор на автомобили и технику? СРАМ прикрыли одеялком заботы об экологии. Однако сбором денег много лет занималась частная ТО «Оператор РОП», аффилированная с Алией Назарбаевой. Средства исчислялись сотнями миллиардов тенге и фактически оседали на счетах этой компании. Лишь после перемен 2022 года и отстранения семьи Назарбаевых от власти страна избавилась от частного оператора утильсбора. Функция утилизации была возвращена государству. Ну или электронное билетирование, помните, e-тикет в общественном транспорте. В крупных городах внедрение автоматизированной оплаты проезда сопровождалось проблемами, ну и коррупционными скандалами. Или в Алматы система Онай также встречала претензии. Перевозчики жаловались на монополию оператора и технические проблемы. Или проект платных парковок в Алматы, когда акимат отдал городские парковочные места в управление частным компаниям, а потом выяснилось, что парковочный бизнес был аффилирован с бизнесменами Муратом и Хайратом Боранбаевыми, родственниками семьи Назарбаева. И так далее, и тому подобное, вроде Е-Курлас и так далее. Двузначная инфляция держится. Октябрь 12,6 с ростом в 0,5% за месяц. Корзину тянут продукты и услуги. Продукты около 13,5%, услуги почти 13%, рост, ну понятное дело, низкие цены на лук и яблоки видимости не меняют. Дорожают лекарства, кофе, будь оно неладно, шоколад, да вообще вся бытовая корзина. Стоимость жизни растет быстрее любых объяснений. Деньги зажаты. 10 октября Нацбанк поднял базовую ставку до 18%. Кредиты стали дороже, инвестиции осторожнее, слабые бизнесы трещат. Инфляционные ожидания не сломлены, дешевых денег не будет, пока цены реально не пойдут вниз. Спрос перегрет. Всемирный банк пишет о росте выше потенциала, ускорении инфляции, ослаблении фискальной позиции и росте долга. Экономика работает на форсаже потребления и инвестиционных всплесках, а производительность не поспевает. Это гонка на пределе возможностей с риском жесткой посадки при первом внешнем ударе. Сырье, кстати, тоже не дает иммунитета. В начале года превышали квоты ОПЕК+, потом обещали компенсировать и так далее. Добычу придется сокращать, маневра все меньше, ценовой коридор задают извне. Любая встряска на рынках быстро переедет в бюджет. Ну и в тарифы тоже. Параллельно кабинет требует привлечь 150 миллиардов долларов инвестиций. Инвестор 2025 года смотрит не на лозунги, кстати, а на математику рисков. Инфляция двузначная, ставка 18%, потребкредит распухает, фискальная подушка все тоньше и тоньше. И теперь еще и пенсионные активы уходят в менее прозрачные классы. Вы ахнете, когда я расскажу вам подробности решения правительства.
Нас заинтересовало сообщение Нацбанка, формализованное постановлением правительства номер 909 от 29 октября. Это свежак. Государство расширило перечень инструментов для вложения пенсионных денег, наших с вами денег. В официальном списке появились некие альтернативные инструменты. Объясним простым языком. Госрешение в виде постановления разрешило направлять часть наших пенсионных денег в более сложные вещи. Доли в спецкомпаниях под один проект. Ну, это те самые SPV. И сделки, где ценные бумаги дают взаймы под залог. На бирже такие активы не мигают каждый день. Цену рисуют по отчетам и по оценкам. В хорошую погоду доход может быть выше обычного, а в плохую быстро выйти из сделки уже не получится. Деньги застревают до очередной переоценки или окончания самой сделки. Если еще и цепочка бумаги взаймы даст сбой, то проблемы всплывут сразу у всех контрагентов, а значит и у нас с вами. Суммы огромные, речь о десятках триллионов тенге. Поэтому нужны простые и понятные правила заранее, до того, как начнутся вложения. Кто отвечает за выбор таких активов? Как именно считают цену и доходность? Как часто пересматривают стоимость? Какие комиссии берут на каждом уровне? Какие есть лимиты по долям и по валюте? Кто может быть контрагентом? Какой залог принимают? И как срабатывают тормоза, если рынок вдруг штормит? Еще раз, разрешение кабинета на новые инструменты, да, это шанс заработать, но и риск получить неприятный сюрприз в будущей пенсии. Без детальных публичных правил и регулярных стресс-отчетов эта история превращается в лотерею. Нам нужен прозрачный договор с обществом, нужен лимиты, методики, список контрагентов и отчеты, которые любой вкладчик поймет без переводчика. Или пора бы уже обратить внимание на золото, ну, как на валюту кризиса. И мы позвали в студию экономиста Саяна Комбарова. Он много лет объясняет, где в наших циклах зашит источник турбулентности, в дизайне политики, в устройстве кредитов, в системных привычках Нацбанка, а не только в мировой конъюнктуре. Он умеет говорить о сложном простыми словами. Зачем пенсиям нужны тормоза? Чем опасны слепые зоны в новых инструментах? Где прячется ускоритель инфляции, если ставка опережает здравый смысл? И как измерить богатство не в презентациях, а в устойчивости покупательной способности нашей покупательной? Поговорим о золоте. Это сегодня очень важно, как политике доверия. О цифровых деньгах, как инфраструктуре, а не рубильнике. О свободе для внутреннего капитала, как главном источнике длинных инвестиций. Здравствуйте, Саян. Здравствуйте, Аян. Очень интересно получается. Спасибо, что откликнулись. И я как бы, нарушая сценарий, да, мы с вами обсуждали темы, которые сегодня, на которые вы будете, значит, рассуждать. Но есть вот это постановление правительства 909, которое мне не дает покоя, честно говоря. Да? Оно вышло недавно, появилось. И вот буквально тут 16-м пунктом, то есть они говорят о том, как они будут теперь распределять наши пенсионные накопления. И вот тут 16-м пунктом звучит альтернативные инструменты. Да? Что это такое? Есть пояснение. Это SPV-шки, да, вот эти Special Purpose Vehicle, акции и доли компании. Есть, значит, предоставление ценных бумаг взаймы под залог, да? Все те же securities lending. Ну и там, значит, предоставление ценных бумаг взаймы под залог. И вот финал такой, настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования. То есть все, теперь мы имеем дело с этим фактом. Как бы вы прокомментировали это постановление? Ну, действительно, получается, наши
Пенсионные сбережения уже могут инвестироваться в различные альтернативные финансовые инструменты, акции, ценные бумаги. Возможно, под альтернативными имеется в виду и какие-то криптовалюты, стейблкоины, может быть, значит, сбережения ЕЦБ будут инвестированы в какие-то проекты, может быть, с участием внешних инвесторов. Ну, стейблкоины, например, это в США сейчас вот они вводят инвестиции в стейблкоины, и эмитенты стейблкоинов должны купить значит, какое-то количество тех эмитируемых ими стейблкоинов ГЦБ, то есть государственные ценные облигации США. То есть это фактически создает еще больше, значит, спроса на трежери США, если ввиду его падения, в общем-то, на международном рынке вот со стороны покупателей, таких как, например, Китай там, или и другие страны прозападной, проамериканской ориентации. То есть, ну, это получается более рискованные, в общем-то, инструменты. И, ну, и в общем, почему-то, конечно, Нацбанк и регулятор рынков почему-то в эти списки не включают драгоценные металлы, к сожалению. Да, это странно. Да, да. это Золото, странно, да. серебро, да. как мы уже говорили. Да. То есть это стратегические действительно металлы, то есть монетарные. Серебро при этом еще имеет как и монетарную, так и большую потребительскую ценность, используется во всех, значит, инструментах, то есть искусственного интеллекта, компьютеров, IT, возобновляемой энергетики, электромобилей и даже дронов и ракет. То есть и фактически они там расходуются уже фактически даже без возможности их восстановления. Да. Давно предлагал, что Казахстан должен делать именно стратегические запасы вот именно в этих, значит, металлах. Нацбанк, конечно, покупает очень много золота уже по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева. Золото с 2011 года на внутреннем рынке. Кстати, мы вышли на какие-то рекордные показатели. Были рекорды, конечно, до 400 тонн запасов золота было у Казахстана, но, к сожалению, с 2020 по 2025 год, по февраль, Казахстан продал по ценам ниже текущих 267 тонн золота, фактически примерно даже около 1000, да, очень тысяч, и фактически, я по моим подсчетам, утерянная выгода от продажи этого количества золота составляет около 18 миллиардов долларов. То есть сейчас 3900 тонн, 3900 долларов США за троинскую унцию составляет цена, а Нацбанк продавал эти количества золота по цене около 1660, по средней цене, да, по средней цене вот с 2020 года по 2025. То есть, ну, можно было просто держать, но вот при этом еще нужны были средства, конечно, для пополнения бюджета, но при этом, к сожалению, вот эти все покупки золота, они осуществлялись Нацбанком на приоритетной основе, но за счет эмиссии. То есть мы оплатили, на самом деле, это то есть путем печати эмиссии денег, да, и скупки их на внутреннем рынке, и это создавало еще большую инфляцию. То есть фактически мы оплатили покупку золота, это золото все население, разбавлением покупательской способности своих денег. Вот. И насколько вот это, ну, больше, конечно, тяжесть несут именно социально незащищенные, наименее обеспеченные слои населения, по которым больше те, кто находится на фиксированной зарплате, на пенсиях, чьи зарплаты отстают даже по сравнению с уровнем инфляции. То есть фактически, ну, это налог на бедность, это тот налог, в общем-то, невидимый налог, который все платим, мы вот, ну, платим именно благодаря тому, что у нас есть Национальный банк, и он... Да, и его политика. И его политика. Да. Вот такой вопрос. Мировая финансовая карта перерисовывается. Да. Я снова буду говорить про золото. Золото снова якорь доверия. Да. Доллар теряет монополию, это факт, да? Ну, в резервах, то есть да. Да. выносится из резервов.
в пользу различных металлов, в том числе золота. Центробанки держат металлы больше, чем трежерис, да, то есть мы переходим... Уже, да, с Уже, недавнего да, БРИКС, момента. то есть Китай, Россия, Индия, Турция наращивают добычу и закупки, готовясь к многополярным деньгам. Да? Казахстан со своей добычей и запасами по-прежнему продает золото и закрывает дыры долларом, значит, из нацфонда, а пока другие конвертируют металл в суверенитет, мы теряем десятки миллиардов потенциала и остаемся на коротком поводке внешней ликвидности. И вот такой вопрос прямой. Если золото – это валюта доверия, почему оно до сих пор не стало нашим стратегическим щитом? Ну, да, к сожалению, оно стало, но вот фактически мне непонятно, почему Нацбанк вдруг решил ограничить свои... Ну, они в какой-то момент решили, что у них достаточно много золота, и ну, фактически продали 267 тонн золота с 2020 года, купили 195 тонн, да, и мы фактически могли бы уже находиться в ряду, значит, лидирующих стран мира по резервам золота. Нас обогнала, например, по резервам золота Польша. Сейчас она очень много закупает, хотя не имеет собственного производства. Да? Ну, Азербайджан много покупает золото. Китай, в общем-то, нарастил существенно. Ну, в общем-то, потому что золото – это тот металл, как бы, который, помните, даже еще библейский металл, когда вот евреи, которые находились 200 лет в рабстве, они после казни египетских, Моисей сказал фараону, говорит, let my people go, отпусти моих людей, и все евреи забрали золото. Мы должны сейчас также, получается, фактически мы находимся в долговом рабстве, вот и международные финансовые институты, они не признают золото деньгами, потому что они не хотят, значит, ограничения эмиссии, не хотят ограничения власти собственной, и они не хотят того, чтобы установилось, в общем-то, международное равновесие и баланс по механизму Рикардо Юма, когда все международные товаропотоки, они нивелировались потоками золота, и все долговые обязательства погашались. А золото было, значит, международным активом хранения и еще платежом, который определяет, то есть и сами валюты все мировые, так и освобождает человека от долга. Сейчас весь мир, значит, погряз в долгах, но золото, оно свободно от долгов. Оно может погасить все мировые долги. У США это дядя Сэм, он погряз в долгах, 37 триллионов долларов США. И золото, хотя по Конституции США является деньгами, оно выведено из, значит, монетарного обращения. Но когда, в общем-то, получается, либо будет, значит, выход из этой ситуации, либо ввод какой-то новой валюты, цифровизация, либо что будет делаться с долларом и как погашать вот эти мировые долги. И все зависит, в общем-то, от политики президента США, от международных финансовых институтов. Будет ли, например, какой-то новая конференция международная финансовая, там Маро-Лаго, как говорит советник Джуди Шелтон Трампа, да, будут ли они имитировать какие-то новые гособлигации, которые, скажем, обеспечены и будут выплачиваться физическим золотом. Но если у США даже то самое рекордное, самое большое в мире количество золота, свыше 8 тысяч тонн, это тоже под вопросом, потому что Трамп говорил о том, что он хочет аудировать запасы Форт Нокс. А как быть вот простым людям? Посмотрите, какая ситуация. Ведь, ну, это же не золото, это же не значит сережки, там, браслеты, правильно. Это какие-то слитки, да, купленные там в нацбанках, да. У нас же официальная торговая площадка золотом, это же Нацбанк.
Правильно? То есть любой человек туда может прийти и купить. Да, конечно, есть, можно во всех филиалах Нацбанка серебряные, золотые монеты, можно карточкой, можно наличными оплачивать, слава богу, здесь не было препонов, но хотя, но и слитки Нацбанка, кстати, давно надо было покупать, но, к сожалению, конечно, каждый вправе решать сам, но, ну, например, турки, китайцы, я не знаю, прочие страны, да, но у них уже давно, собственно, традиция вот именно покупать драгметаллы на свадьбу, на подарок ребенку, Слышите, на да? день рождения. Вот даже, Дарите золото! да, но потому что, но иначе вот даже, но об этом уже даже, например, шоферы говорят. Потому что один мне таксист сказал, что только в золоте можно сберечь, когда. Ну, И конечно, понимаете, да. но и что, ну, на это можно сказать только, что будьте сами себе как центральный банк, то есть потому что, ну, золото – это деньги, остальное все кредит, как говорил Конечно, Морган. котировки Да. доступны, посмотрел, упало, пошел, купил. Да. Да, и это, конечно, замечательно, но, правда, одно время был перебой со слитками Нацбанка. И, то есть А у будьте нас сами других как центральный площадок банк. нет, да? По закону нельзя, да, по-моему? Ну, пока все, что вот есть, ну, возможно, какой-то вторичный рынок, но есть, скажем, монеты, можно даже и в Каспий маркете покупать где-то, но там уже, конечно, там цены уже подороже гораздо будет. дороже, да. Ну, Поэтому... давайте второй вопрос такой вот. Если, допустим, считать не в долларах, а в унциях золота, да? А как говорит ваш коллега Марат Абдурахманов, очень интересно, то картина трезвеет сразу, да. Казахстан 30 лет беднеет, получается, если считать в золоте. В 91 году около 3,3, значит, унции на человека в год было примерно так, да. И сегодня, давайте подсчитаем, 1,5. То есть практически больше, чем в 2 раза, да. США просили с примерно 50 до 25, но остались далеко выше. Россия выросла, кстати, с 1,3 до 4,2. А мы теряем темп при растущем населении. И Совершенно это странно. Да. Корень, Совершенно. кстати, не в недостатке денег, а в правилах предприниматель не защищен. Длинных внутренних денег мало, если Совершенно вообще верно. нет. Да? Совершенно Зато верно. соглашений с внешними инвесторами целый вал. Отдачи для бюджета и граждан минимум. Вопрос. При сырьевой базе и потоках капитала, как мы оказались вообще у порога бедности в золотом эквиваленте? Да, действительно, вся вот статистика в долларах или в евро, ну, она как минимум вводит в заблуждение. Даже статистика инфляции, например, та же самая, которая рассчитывается по какой-то корзине, да, потребительской, это тоже все достаточно условно. Вот в США называют Consumer Price Index, это CPI, CPLI, то есть это ложь. И она да, то есть она, причем методику подсчета вот этого индекса тоже изменили в 80-е годы, исключив там какие-то важные продукты. И поэтому, на самом деле, даже в США, вот, казалось бы, значит, данные по инфляции, которые публикуются официально, они на самом деле должны быть гораздо выше по методологии, которая существовала ранее. Да? И вот есть такой там американский статистик Уильямс, вот у него Shadow Stats, вот он пишет вот такую статистику давно уже, да, бывший... Альтернативную, да, альтернативную, но это опытный профессиональный статистик. Но она ближе к реальности. Да. Ну, что сказать, да, и в евро, в долларах, но они нестабильны, эти валюты. То есть стабильно золото, почему? По отношению притока к запасу. И вот это отношение, оно должно быть действительно показателем роста ВВП, благосостояния, потому что в рыночной экономике все должно выражаться, конечно, через физический вес. В нашем случае никакого роста нет. Да, в том-то и дело, что мы находимся, вот, собственно, в иллюзии вот этих денег,
которые сами обесцениваются. И мы сравниваем с долларом, но доллар у нас когда-то был там 3-5 тенге, да, а сейчас уже 500, а евро там тоже еще выше, да, но евро сам обесценился за время своего существования, он уже на 90% обесценился против золота. И, конечно, все валюты должны... Да. Против золота, по-моему, все валюты обесценились. Вот, золото это, больше, да, это вечный металл, конечно, и все должно быть действительно через золото храниться. И проблема вот как раз Казахстана в том, что у нас сбережения, мы инвестируем их в ГЦБ, значит, внешний долг, и они не являются источником инвестиций. То есть происходит crowding out, то есть вытеснение, значит, сбережения, которые являются источником инвестиций, из частного сектора, где можно что-то просчитывать, то просто в дыры, в государственные раздутые бюджетные расходы, поддержку различных, значит, привилегированных бизнесов, отверточный бизнес, там, не знаю, агробизнес, который может вообще ничего не сеять, не производить. Заливается деньгами буквально. Да. И нету никакой отчетности, подотчетности, потому что там это все какие-то фирмы, я подозреваю, связанные с крупными лицами и так далее. Но этим должен заниматься парламент, соответствующий счетный комитет. Но они там могут списать там, на неурожай, на погодные условия, что-то еще, все там закрываются глаза. Это уже, я подозреваю, что это десятки лет уже творится. Ну, это я по анекдотичным там, значит, слухам говорю об этом. Но, в общем-то, и поэтому наши вот инвестиции не работают, наши деньги, но у нас, получается, мы обслуживаем внутренний долг, потом, значит, эти сбережения тратятся на потребление, которое фактически банковский кредит – это чрезмерное потребление, то есть это идет на, значит, стимулирование ВВП, но только его потребительской части, там, может, потому что инвестиции сложно делать в таких условиях, сложно рассчитывать, потому что ставка не отражает действительно длину денег и покупательскую способность, наличие сбережений и не просто денег, а обеспеченных товарно-материальными активами. Мы берем займы, но получается оплачиваем их опять-таки девальвацией и так далее. То есть определяется ли курс, вот, например, тенге политикой внешних стран, мы последовали, например, к примеру России, когда девальвировали тенге, вот Нацбанк на $1 миллиард купил акции Казмунайгаза, Казмунайгаз эти деньги выбросил на рынок, тенге сразу упал. То есть фактически это моральный хазард, то есть спасение каких-то привилегированных интересов за общественный счет, который тех, значит, больших китов, не знаю, связанных, аффилированных компаний, за общественный счет, который не создают никакой пользы обществу. И у нас банковский сектор, благодаря эмиссии Нацбанка, как кредитора в последней инстанции, это не кредитор товаров, не в виде сбережения, это эмитент инфляции, невидимого долга на сбережения, опять-таки. И получается, мы сейчас второй раз уже наступаем на те же очередные грабли. Значит, уроки кризиса не пройдены, не поняты. Верно, и сейчас оказалось, что экономика закредитована, все таксуют, значит, люди не могут оплачивать кредиты, но чем мы больше берем кредитов, даже по высоким ставкам, тем больше цены, тем выше цены, и фактически нам больше нужно денег, больше кредитов, и все это будет нарастать экспоненциально до тех пор, пока мы окажемся снова, не произойдет рост неплатежей, плохих долгов, и снова придется банки спасать за общественный счет. Поэтому необходимо пересмотреть, как я предлагаю, роль Национального банка как кредитора последней инстанции. Необходимо отказаться, перейти на свободный банкинг, на фиксированный курс валюты с ограничением монетарной политики. То есть почему Нацбанк постоянно совершает ошибки, например, при Марченко, когда был фиксированный курс, и при этом было еще большое кредитование, и не было капитальных контролей, то есть выхода-вывода, значит, из тенге в доллары и обратно. Эта триада невозможна.
невозможное, да, и, конечно же, курс упал, то есть, когда все могли покупать тенге, получать там в депозитах $10, 10% и так далее, да, потом спокойно выводили эти все деньги в доллары, и я даже проверил тогда в то время вот, отчетность Нацбанка, было там введено, значит, в долларов там 5 миллиардов, там что-то такое, да, уже не помню конкретные цифры, 10 миллиардов, вывезено уже было 10 миллиардов, то есть это через несколько лет. То есть это был вот это такая вот политика неправильной, в общем-то, поддержки фиксированного курса и при монетарной политике, ну, привела к оттоку, в общем-то, резервов Нацбанка, ну, и девальвации. Ну, в принципе, конечно, это не может никогда быть фиксированным, когда денежная масса увеличивается. То есть там есть эффекты Кантилона, значит, замедление, ускорение скорости обращения денег, но рост денежной массы – это всегда причина роста цен. То есть инфляция – это не рост цен, а это рост денежной массы. Даже так говорили все словари мира, там, вебстерские до 50-х годов прошлого века. Сейчас изменили даже определение словарей по Оруэллу. Саян, вот мы говорим о том, чтобы как бы придать деньгам, ну, их, то есть вернуть деньгам их сущность, да? Они должны иметь какой-то вес. А я хочу сказать вам об электронных деньгах. Да. Вот это же сейчас ультрамодно, да? Ну, то есть люди не просто ведут взаиморасчеты, да? Люди делают накопления, да? Люди верят, что с этими деньгами ничего не случится. Да. А как вы считаете, здесь какие-то есть вшитые риски? Очень огромные риски. Во-первых, значит, вся информация – это физическая вещь. Это, вот есть даже такая научная публикация Ландауэра «Information is physical». То есть сейчас раздаются призывы, например, Хуанг Дженг переходить. То есть следующая должна быть волна искусственного развития искусственного интеллекта. Это физический искусственный интеллект. Но сама информация, вообще это big data, оно имеет, вот, характеризуется вот тремя такими характеристиками, шестью. 6 V – value, velocity, verifiability и так далее. Да? То есть, это значит, что вся информация должна быть обеспечена объемом, отражать все изменения, и отражать действительность, но прежде всего иметь стоимость. Но вся вот, то есть за всеми вот этими битами, мегабитами, гигабайтами и прочим, за всем этим должна быть физический носитель информации. Это, конечно, должен быть такой, который наиболее стабилен. Золото – это исторически стабильный, значит, металл, выбранный человечеством, потому как полярная звезда, потому что отношение его, значит, увеличение количества к запасам, оно, ну, 2-4% там исторически составляет. Поэтому все, что фактически, все, что можно выразить вот информацией, это гигантское количество кубитов, двоичной системы. То есть это все имеет, как ни парадоксально, физическое выражение. И может сохраняться благодаря этому. И мы можем передавать это и по наследству, и так далее. И подсчитывать, правильно вести учет, как прошлого, настоящего, будущего. И фактически, ну, в золоте это то золото, которое, там, не знаю, инков, евреев, вышедших из Египта, оно все с нами, фактически наше. И, ну, поэтому не зря, собственно говоря, все, в общем-то, культурные нации, конечно, избирали золото деньгами, но и при этом государство, которое всегда вот не учится ничему, как говорил вот Милтон Фридман, оно все время пытается девальвировать это золото. Но для чего? Деньги для
для оплаты своих расходов. Так было и в Древнем Риме, и даже в США. Но, и, например, сейчас президент Токаев теперь предложил заморозку цен, значит, коммунальных услуг. Но, оказывается, то же самое сказал Никсон, президент Никсон в 1971 году. Он объявил тоже о заморозке на 90 дней всех цен. А давайте подумаем о том, как вообще нынешняя ситуация скажется на тех людях, ну, кто просто не способен купить себе ни грамма золота, а таких у нас много. Да. Кто в принципе не имеет накоплений для того, чтобы, допустим, пересидеть или пережить какие-то сложные времена. Для кого стресс, допустим, счета за квартиру, да, или просто за аренду, вот, а таких у нас немало. Да. Вот что им делать в нынешней ситуации? Ну, фактически их ждут очень тяжелые времена, трудности, но придется, то есть они совершенно не защищены, фактически они в положении вассалов находятся, в положении рабов, но это люди, прежде всего, вот как раз по ним больше всего ударяет вот этот инфляционный невидимый налог, и это грозит, в общем-то, социальными бедствиями, стрессом Казахстану. Но причем, знаете, но это не только в Казахстане, на самом деле на Западе, казалось бы, развитом, Великобритании, ЕС, США, это даже еще там большая проблема. Класс людей, да. которых называют человек без накоплений, как-то там есть. Человек без накоплений, очень много, очень маркер, много, шаблон. Значит, очень много бомжей, очень много людей, которые зависят от фудбанков, где покупают по так у нас сниженным этих ценам. фудбанков нет. Да. То есть вот государство фактически не готово к тому, чтобы встретить вот эти трудные времена. Да. Ну, то есть разделить эти трудные времена со своим собственным населением. К вопросам дальше. Вы много лет говорите, что корень наших кризисов не в плохом бизнесе, значит, и даже не в мировой погоде, а в самом сердце системы. Совершенно верно. В Национальном банке. Вот мы уже об этом сказали. Отсюда идут волны закредитованности. Да, вы сказали, ипотечные пузыри вот эти бесконечные, да, провалы валютной политики, да, которые накрывают экономику и сажают людей на долговую иглу. Вы писали об этом в Forbes и в других изданиях, я помню ваши колонки, когда еще тема была, кстати, табуирована. Это удивительно, что это мнение жило. Сегодня тот же, в принципе, маршрут мы наблюдаем. Распределение активов государством, зависимость от внешних денег, дефицит свободного рынка и внутренних накоплений. Нацбанк льет ликвидность кредитами, а экономика буксует. Значит, в чем настоящие причины затяжной стагнации? Это вот такой вопрос. И почему Казахстан застрял буквально вот в этом круге административной экономики? Ну, конечно, как говорят, рыба гниет с головы. Голова у нас – это власть, деньги. Деньги, в общем-то, это тот не только эквивалент, в общем-то, всего ВВП, всех товарно-материальных ресурсов, накоплений, но это и источник информации и принятия решений. Но у нас нету, проблема в том, что у нас нету таких денег, которые бы несли точную информацию. Нету ставка, она определяется не рынком, не сбережением, а монетарной политикой. Фактически, ну, это что-то вроде там какой-то магии, не знаю. То есть фактически Нацбанк, он действует как Дед Мороз. Да. Дед Мороз там, который... Они же никогда не объясняют, почему именно столько. То есть вера в чудеса, на то, что, как говорил, знаете, еще вот в Англии был такой поэт Александр Поуп, он говорил, "Blessed is the credit, the last and long supply that brings corruption, easy wings to fly". То есть, значит, это благословим печатный станок, который дает коррупции легкие крылья. Да? То есть, фактически, вот эта вся... Нацбанк создает деньги из воздуха. Ex nihil est, да? Как говорил там Лукреций Кар в свое время, из ничего не рождается ничего. Да? То есть,
Ну, это фактически рисованные деньги, да, которые создаются, ну, и на них еще начисляется процент. То есть, вот как еще был вот, создатель Банка Англии говорил, да, там, что вот банк получает выгоду от денег, которые, в виде процента, который он создает из воздуха. Фактически, даже сейчас повышение вот этой ставки, оно не, поскольку эмиссия идет, оно, наоборот, мы платим больше, значит, процентов, если даже если повысили, значит, ставки по депозитам, кредиторы платят большие проценты, в общем-то. И, то есть цены всегда все равно будут расти. И вот эта вот монетарная политика, на самом деле, она вот по австрийской так называемой теории делового цикла, она и является причиной кризиса. То есть, потому что вот эти деньги, которые мы берем, мы просто увеличиваем, на самом деле, потребительское кредитование, то есть уменьшаем, наоборот, сбережения. То есть, когда растут цены, значит, не растет производительность экономики, не растут сбережения, а наоборот падают, потому что растут цены, то есть покупательская способность денег снижается, и снижается сам горизонт инвестирования. И рано или поздно получается, что когда экономика занимает больше денег, чем у нее есть сбережений, чем производственных мощностей, доходов, тем она рано или поздно сталкивается с проблемой выплаты этих долгов. И ну, это тот же самые причины кризиса, которые были и в 2007 году, там, и там был кризис доткомов. Мы снова наступили на те же самые грабли. И я, например, участвовал в конференции, вот еще в Станицком экономическом форуме, там, в 2013 году антикризисный, и писал статьи на эту тему, но все это как бы заболтали, как обычно. И единственное хорошо, что было, я там смог поговорить там, с некоторыми нобелевскими лауреатами, но, к сожалению, не смог хорошо, как следует пообщаться с Джоном Нэшем, там, но вот, к сожалению, вот у нас вся ситуация до сих пор остается такой же, но потому что деньги и кредит – это фиктивный, фальшивый, а кредит – это не просто деньги-знаки, да, которые вот мы там нарисовали, там придумали что-то как талон, да, на ресурс, а это деньги, которые выражают действительно наличие товарно-материальных запасов, ресурсов, капитала, в конце концов, талантов людей, их времени. Саян, объясните на человеческом, какую все-таки роль играет Нацбанк? Мне вот прям очень интересно. Нацбанк это в зарождении кризисов, вот именно в зарождении кризисов. Да, Нацбанк это кредитор последней инстанции, он создает деньги из воздуха и предоставляет их в виде резервов банкам. И банки, они привлекают депозиты, ну и выдают их снова в кредит, ну, значит, привлекают по 1%, выдают по более высокому, и при этом они должны откладывать какой-то процент в резерв, да? Там, например, 1000 тенге приняли, 100 отложили, да, при 10% резервировании, и на эти 900 следующих тенге они еще раз выдают в кредит, еще раз 90 откладывают и так далее. Но таким образом происходит мультипликация кредитов, то есть получается много требований к той же товарной массе сбережений денежных. Но дело в том, что без Национального банка, значит, все банки между собой конкурируют за эти деньги. И когда заемщик получает, значит, займ, он его оплачивает в другой банк, и другой банк забирает у банка-кредитора, скажем, начального, резервы. Но происходит, и по идее он должен другой банк отдать своему резервы, да? Но на самом деле при таких расчетах ликвидность, он не отдает свои резервы, а отдает, заместо них отдает Нацбанк. А Нацбанк создает их из воздуха. И благодаря этому, только благодаря этому... Вот оно что. Да, вот такой механизм, да. И, интересно. кстати, это очень многие не знают, и в учебниках это все очень неявно описано. Но при этом у банки они все фракционно резервированы, они не могут отдать все депозиты, они фактически банкроты, они сидящие утки,
да, без помощи Нацбанка. И когда говорят, что Нацбанк там не вмешивается, он вмешивается постоянно, ежеминутно, ежесекундно, то есть это омнипотентно. И это не только у нас, но и... Позиционируют да, себя так, как да, будто бы они вообще вне экономики. да, то есть понимаете? получается это постоянное присутствие, в общем-то, вот денег из воздуха, и это все полное искажение реальности, наверное. А что должно произойти, чтобы выйти из-под контроля Нацбанка? Ну, общественные компании, информация, Это же знание невозможно. свое, да. Есть же целые Мы должны, теории, там, чуть в ли том-то не и дело, заговора, это да. влияние на правительство, потому что... это навязанный да, институт, да, хотите иметь международными, доступ да. к внешним деньгам. Да, но, в общем-то, Вот вам институт, который должен пока быть мы встроен. должны голосовать своим выбором, быть прежде всего, быть А самими есть себе страны, где центральным нет банком. нацбанков, вот таких Ну, вот, в есть, таком классическом есть виде? страны, где монетарной политики такой нет, это там Гонконг, какие-то есть Джерси, там это офшорные какие-то юрисдикции, там. Но у них там есть currency board, так называемая, да, политика, то есть безмонетарный. Но в Эмиратах, например, был currency board, то есть или политика фиксированного курса, но где с ограничениями монетарной эмиссии, но у них сейчас больше монетарная политика, но при этом у них более-менее фиксированный курс, в общем-то, валюты. Ну, фактически всюду, значит, центральные банки, на самом деле, и центральные банки, как сказал Кейнс, это, в общем-то, они забрали золото, которое спустилось с небес, вместе со своим братом серебром, но его должны забрать центральные банки, чтобы не золото правило, а правили они. Фактически, ну, я не знаю, как необходимо, в общем-то, конечно, менять эту систему, и тогда уже может мы быть, будем... менять ее невозможно Да. в таком каком-то революционном виде, но снижать влияние это возможно. Конечно, и фактически вот, ну, это мечта на самом деле Маркса и Энгельса, вот это центральное управление, где все, значит, блага сосредоточены в Госбанке, а мы, значит, он имеет все золото, и людям дает боны. Да? Это даже, например, есть такая книга вот, Эмилия Золя «Деньги». Там вот так и говорится, что мы сами заберем, говорит, у вас постепенно этот капитал. Но и вы будете как бы под общим управлением. Но у нас такая была система в Советском Союзе, но при этом Советский Союз почему был неэффективный? Потому что было невозможно проводить экономический расчет, калькуляцию. Это, как сказал Мизес, еще в 2020 году опубликовал. И, например, СССР, то есть почему невозможно экономический расчет? Потому что если для расчета нужна, значит, частная собственность и, значит, единица стандарт стоимости, который не зависит от политики. Да? Но у нас этого ничего нет, и фактически вот этот блокчейн там, или там, что цифровые деньги, но фактически это будет не наша частная собственность. Будет. То есть все вот, фактически, что мы будем владеть, это будет на блокчейне, да, и мы будем сами торговать между собой, или вернее за нас будут принимать решения. Там но вообще это в блокчейне движение вопрос владения вообще не стоит. Да, там это абсолютно непонятно, что это эксперимент. воздух, да. Опять-таки Базельского центрального банка, банка, вернее, международных расчетов, и там есть такой, значит, Огустин Карстенс, он сказал, говорит, мы будем иметь контроль полный. И у нас сейчас Национальный банк отряжает, значит, там своих лучших там специалистов молодых в этот банк, и они там учатся, являются советниками тому, как Тимура будут Сулейменова. они нас контролировать потом. Да. То есть фактически и они имеют уже обширные международные связи, учились за рубежом, и кто там будет на самом деле нами управлять, это большой вопрос, да. Но мы повторяем ту же ошибку СССР. Объясните, пожалуйста, Саян, по-честному, может ли, это последний вопрос, значит, курс тенге, да, де-факто задаваться извне? Вот такой вопрос. То есть без приказа, но через определенные правила игры. Мы живем в такой долларовой логике. Да, нефть, металлы считаются в долларах, кредиты, ковенанты у компаний в долларах, резервы и рейтинги тоже, значит, все в долларах. Вопрос к вам максимально приземленный. Значит, может ли внешний мир держать курс тенге в заданной вилке не напрямую,
А вот через условия долларовые цены на экспорт, ковенанты по долгам, требования кредитов к резервам, значит, своп-линии, рейтинговые триггеры, так и далее. Да, да, действительно, ну, точно они, конечно, не будут говорить, как, может быть, какие-то определенные пределы, но у нас, конечно, все взаимосвязано. Мы не можем курс держать вне зависимости от политики Центробанка России, соседей, там, США. И поэтому, если Россия обесценила рубль, например, то мы тоже обесценили рубль вот в 2014 году там, или позже. Да? То есть якобы поддерживать какой-то товар, соответствующий товарооборот. И ну, у них тоже достаточно такие, в общем, странные взгляды, например, там, ну, говорят, что, то есть, например, там Путин или кто там, или Кудрин, или там Силантьев говорят, что чем больше долларов, значит, чем ниже курс, тем больше рублей у нас, да, и потому что они получают выручку в долларах, и больше, значит, бюджет, и, значит, чем ниже курс рубля. Ну да, потом эту странную формулу Путин повторял и да, выглядел и фактически не очень хорошо, у них да. мы фактически следуем той же самой политике, потому что у нас дыра в бюджетах, в бюджете большие расходы, и единственное, что сырьевые есть экспортеры, которые, значит, хотят больше получать денег, и мы занижаем постоянно свою валюту, свои сбережения, ну, чтобы у нас было как можно дешевле все, получается, для иностранцев, для тех, кто получает выручку в долларах. Да, я понимаю, о чем И, конечно, в этом плане у нас она определяется кем-то, ну, не явно, но... Вот так они и диктуют курс тенге, да. Внешними игроками, внешними международными финансовыми институтами, прочими, но все и остается, что получается в такой вот, в общем-то, системе, картине мира, в общем-то, у нас доллары это является как бы то есть самой красивой свиньей, да, как бы, то есть с губной помадой, да, так скажем, остальные еще уродливые, напомаженная, да, напомаженная свинья, да, а при этом о золоте, конечно, не надо говорить, это как бы табу, то есть если у СМИ и прочих, они говорят, что это barbaric relic, то есть варварский пережиток, ну, а о том, чтобы стабилизировать там, ну, это как бы золотой стандарт, это выше Хорошо, давайте представим, любого политика. бах, Казахстан переходит на золотой стандарт. Что происходит? Но внешнее давление будет невероятным. Я еще не уверен, что да. Нынешняя власть удержится в своих, но своих креслах. Для экономики, конечно, это будет хорошо. Значит, будут стабильность бюджета, сбалансированность, сохранение сбережений, в общем-то, более рациональное, в общем-то, ценообразование. Но, конечно, остальные валюты будут выглядеть более там, обесцененными, более обесценивающимися и так далее. Но вообще будет, конечно, давление международное, но золотой стандарт у одной страны он невозможен. Вот как вот Бреттон-Вудс как раз это показал, потому что остальные страны будут обесценивать свою валюту и забирать золото себе, значит, сами по своим обязательствам не платить. Поэтому нужен международный стандарт, конечно, международный. Но опять-таки это должно, значит, задать правила, значит, международные. Это какая-то страна, лидирующая в финансовом, в экономическом положении, это либо США, либо Китай. И я надеюсь, что смысл восторжествует. И, например, вот хочется только повторить слова, например, Роберта Мандела, который говорил, что я верю, что будет в 20 или 21 веке все-таки будут наши универсальные деньги, весь мир вернется там, к золотому стандарту. Вот. Я имел возможность ему задать этот вопрос. Вы верите еще в золотой стандарт или хотите ли вы вернуться к золотому стандарту? Он мне мог только ответил на ходу буквально, что золотой стандарт это очень трудно воссоздать Центральным банком. Спасибо, Саян. Просто было очень интересно послушать вас. Спасибо большое, Аян, за интересные вопросы и беседу содержательную. Огромный рахмет вам, уважаемые наши зрители, что были с нами. Делитесь выпуском, шлите документы и истории, добьемся
прозрачности вместе. Подписывайтесь, следите за обновлениями. Дальше будет только фактура и имена. Аман Булаев.